Здравствуйте! В эфире передача «Преступление, наказание, закон». В студии Галина Тимофеева. Сегодня в нашей рубрике «Вечная слава героям» ветеран труда Тамара Николаевна Волошкина. Тамара Николаевна Волошкина родилась в Якутске в 1935 году, окончила школу, поступила в техникум, планировала связать свою жизнь с метеослужбой, но вмешалась судьба. Однажды вечером, вы знаете, дом был из 4 квартир, вдруг двери открываются общие, вы знаете, вот такой топот солдатский. У меня все, думаю, ну все, война началась. И вдруг в мою дверь стучат. Я спрашиваю, кто? Милиция. Я открываю, и на пороге стоит, значит, офицер, и с ним еще молодой парень. Здравствуйте, здравствуйте. Ваши паспорта? Я даю паспорт. Он проверяет и говорит, а почему вы не прописаны? Я говорю, меня не прописывают. Он говорит, хорошо. Завтра подойдете в городдел. Ну, утром пошла на работу и говорю, вот так и так, меня вызвали в милицию. Что ты натворила, спрашивают. Я говорю, я ничего не творила. Ну, пришла, оказался участковый Бердышев, и с ним был, вы знаете, молодой Измеров. Ну, начальник милиции был Усольцев, они меня отвели туда к нему. Он спрашивает, почему вы не прописываете? Я говорю, ну, вы знаете, дом под снос меня не прописывает. И вот этот участковый, если он жив, здоров, я ему вот кланяюсь прямо, говорю спасибо за то, что он мне помог получить квартиру, а затем и перетянуть меня в органы милиции, в которой я отработала 20 лет. Тамара Николаевна служила в инспекции по делам несовершеннолетних, потом в уголовном розыске, в отделе кадров, дослужила и до майорского звания, награждена медалями за 10, 15 и 20 лет безупречной службы. Знаете, я очень благодарна всем работникам милиции, всему начальствующему составу, что вот нас, стариков, нам уже всем под 80 лет, есть уже у нас 90 лет, что вы не забываете нас. Самое главное для нас – это вот такое внимание, когда люди помнят. Отдел лицензионно-разрешительной работы принимает оружие от населения. Отделом лицензионно-разрешительной работы Межмуниципального управления МВД России Якутская активно ведется работа по приему от населения предметов вооружения, документирование фактов сдачи незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, в том числе взрывчатых веществ. Тарифы вознаграждения за добровольно сданные предметы вооружения утверждены постановлением правительства Республики Саха-Якутия от 6 декабря 2014 года за номером 446. Тарифы вознаграждения: охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 8000 за единицу, охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие за единицу 6000 рублей. Газовые пистолеты, револьверы, сигнальное оружие 4000 рублей. Что касается боеприпасов, снаряды, мины и гранаты 5000 рублей. И гранаты ручные за единицу 3000 рублей. Допустим, сегодня граждане добровольно сдали 18 единиц гладкоствольного оружия с Вилюйского района. Для того, чтобы сдать незарегистрированный предмет вооружения, необходимо подойти в отдел лицензионно-разрешительной работы по адресу город Якутск, улица Дзержинского, 35/1. Сотрудники ПДН отдела полиции номер 1 собирают документы для передачи родственникам младенца, оказавшегося в социально опасном положении. В подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции номер 1 поступила информация от участковых уполномоченных о том, что в одной из квартир по улице Новокарьерная в социально опасном положении находится 4-месячный ребенок. Прибывшая на место происшествия сотрудница ПДН выяснила, что молодая семья приехала на заработки из Барагонцев, однако постоянного места жительства у них нет. Сначала жили у подруги, теперь обитают у родственницы в неухоженной комнате барачного типа, злоупотребляют спиртными напитками. Мать ребенка, несмотря на уже имеющуюся судимость, вновь находится под следствием. Сколько пил?
3 эса выпил. А? 3 эса. Это же много. Он сильно алкогольный же. Это же утром было, сейчас мы спали же все. А Мы с утра просто выпили А вы все. кто? А? Вы кто? Подруга. Подруга, которая споила? Никак. Нет. А что такое? Почему спаиваете женщину с маленьким ребенком? Я не спаивала. В том-то, кто? в том-то и дело, мы тут спали все. И А кто ребенок, и спаивал все. ее? Кто тебе наливал? Соседи наливали, я не знаю, короче. Малыша определили в дом малютки. На следующий день непутевые родители появились в отделе полиции, страдая от похмелья, и согласились передать ребенка под опеку родственников. Сами же отправились развлекаться к друзьям. На них составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Но похоже, что это не особенно волнует молодую чету. И даже угроза лишения родительских прав не заставила их отказаться от выпивки. В сдаваемой посуточной квартире обнаружен труп мужчины. Детей и особо впечатлительных граждан просим отойти от экрана. На прошлой неделе в новостройке по улице 50 лет Советской Армии был обнаружен труп мужчины. При выяснении обстоятельств его гибели сотрудниками правоохранительных органов установлено, что квартира сдавалась посуточно. В тот роковой день жилье арендовала группа мужчин, уроженцев одного из вузов республики. Земляки хорошо выпили, а затем подрались в ходе пьяной ссоры. Потерпевшего били до тех пор, пока не заметили, что он не подает признаков жизни. Злоумышленники решили скрыться с места преступления и разошлись, никому не сказав о происшествии. Тело обнаружила хозяйка квартиры, когда пришла осмотреть свое имущество. Она вызвала полицию. Оперативники отдела по раскрытию убийств столичной полиции установили подозреваемых. Земляки поначалу отнекивались, пытались ввести следствие в заблуждение и утверждали, что потерпевший пришел избитым с улицы. Однако сотрудники правоохранительных органов смогли предъявить доказательства, под тяжестью которых злоумышленники сознались в содеянном и дали признательные показания. В настоящее время городским отделом Следственного управления Следственного комитета по Республике Саха-Якутия возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Вдогонку можно посочувствовать жильцам, купившим новую квартиру и оказавшимся не по своей воле соседями с нелегальной посуточной гостиницей, где собираются случайные люди, пьют, скандалят и даже могут совершить убийство. Вероятно, жителям дома есть смысл написать жалобы во все инстанции и в первую очередь в налоговую инспекцию, чтобы прикрыть лавочку и обезопасить себя, своих родных и близких, особенно детей, от опасного соседства. Сотрудники отдела по раскрытию разбойных нападений столичной полиции поймали грабителей, напавших на дедушку в возрасте под 80 лет. Пожилой мужчина 38 года рождения, несмотря на то, что передвигается при помощи специальной конструкции, самостоятельно ходил за продуктами в магазин «Атолл» по улице Строителей. В начале весны ему помогли зайти в торговую точку двое мужчин. Они же заметили, что дедушка расплатился с продавцом 5000-ной купюрой, а сдачу положил в карман. Помощники попросили у него денег, на что ветеран труда не удержался и сделал замечание. Дескать, таким молодым мужикам работать надо, а не мелочь у стариков стрелять. Однако какую-то сумму дал. Когда дед вышел из магазина, приятели двинулись за ним. Прижав потерпевшего к обочине, один из них полез в его карман, где лежала сдача. Однако пожилой человек схватил грабителя за руку. Тогда налетчик со всей силы толкнул старика. Он упал, и злоумышленники, обчистив карманы своей жертвы, моментально скрылись. Сотрудники отдела по раскрытию разбойных нападений столичной полиции около недели искали подозреваемых. Вскоре они были задержаны и признались в содеянном. По решению суда находятся на подписке о невыезде. Однако один из фигурантов в настоящее время от следствия скрылся. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении данного гражданина, просим обратиться в отдел по раскрытию разбойных нападений по адресу Якутская, 2 или позвонить по телефону 8 924 166 69 97. Также сотрудниками отдела по раскрытию разбойных нападений задержан мужчина, который в январе на улице Бестужева-Марлинского возле крытого рынка вырвал сумку у женщины. В сумке находился сотовый телефон и 2000 рублей. Данный мужчина признался еще в одном грабеже, который совершил 6 декабря 2014 года около 8 вечера на улице 50 лет Советской Армии, где-то возле здания Саха-Булт. Он напал на женщину Саха лет 30, которая шла с ребенком, мальчиком 10-12 лет, и отобрал черную сумочку «Клатч», которая была у потерпевшей на цепочке, перекинутой через
через плечо. В сумке находились ключи и примерно 300 рублей. Если женщина помнит об этом происшествии и опознала злоумышленника, мужчина, русский, уроженец Биробиджана, 23 года, в настоящее время проживает в Покровске. Просим ее обратиться в отдел по раскрытию разбойных нападений по адресу Якутская, 2 или позвонить по телефону 8 924 166 69 97. Опасайтесь карманных краж. В местах массового пребывания людей не выпускайте сумки из поля зрения, особенно если вас начинают толкать, теснить. Не кладите ценные вещи в наружные карманы. Не носите в кошельках крупные суммы денег, а также записки с пин-кодом вместе с банковской картой. В случае карманной кражи все деньги с вашего счета будут сразу же обналичены. Обращайте внимание на мужчин, руки которых прикрыты большой сумкой, пакетом, пиджаком. Следить за своими вещами нужно уже на автобусной остановке, несмотря на толкучку. Внимательно оглядывайте свою сумку и карманы. Если возникли подозрения, постарайтесь немедленно переместиться в сторону от подозрительных лиц, проверить сохранность имущества. Карманники часто работают группами и передают похищенное третьему лицу, которое быстро покидает место происшествия. Даже если вы обнаружите пропажу, поймать вора с поличным будет очень сложно. Если вы все-таки станете жертвой злоумышленников, не теряя времени, обращайтесь в полицию. На этом наша передача окончена. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Кампытын кырдалын әнеме, әнме хэппитін бір тылы, әйегін таптыбын дебетім. Бұста қабыл жанан мен бардым, қарама түге қэ, әйе хэппеті хэбиппін, бір тылы доғырым. Аты бар туранын онону, сибекки тупутун кереспе. Қарағын олара мен борбар, сыпсыластамақ болан түстілер. Бұста қабыл жалан мен бардым, қараңа түге қэ. Әйе хэппеті хэбиппін, бір тылы доғырым. Бұста қабыл жалан мен бардым, қараңа түге қэ. Әйе хэппеті хэбиппін, бір тылы доғырым.